Деньги надо любить. Тогда и они полюбят вас. Ведь наверняка вы сами замечали, что они ведут себя по-разному. Кого-то любят, а кого-то игнорируют. Чтобы попасть в число их любимчиков, психологи советуют направить к деньгам все свое внимание. Куда течет ваше внимание, туда энергия течет ваша. Если ваше внимание сосредоточено на вашем благополучии, процветании, то вы питаете своей энергией ваше благополучие, цели и планы. Если внимание ваше сосредоточено на вашей бедности и неудачах, вы своим вниманием питаете бедность и неудачи. Проще говоря, думайте о деньгах только с положительными эмоциями. Говорят, что мысль материальна. Все, о чем вы думаете, сбудется рано или поздно. Дома окружите себя позитивными утверждениями и повторяйте их, пока не примете как свои собственные. Ты пишешь фразу «Мой доход возрастает до…» и указываешь конкретную сумму. Вообще деньги любят конкретные суммы. Эту фразу вешаешь на любое удобное место, куда часто смотрят твои глаза. Это так называемые напоминалки, которые, попадая в наши глаза, попадая в наш разум, опускаются куда-то на бессознательный уровень. Все способы хороши. Можно показать деньгам, как вы их ждете. Например, сделайте своими руками денежное дерево. Вот такое, с купюрами из разных стран. Они не помешают. Деньги ламинируются и вешаются или втыкаются в проволочки. И такое дерево стоит у вас дома, декларируя, заявляя о том, что вы готовы к росту этих доходов. В России символом денег издавна считалась большая копилка. Поставьте ее на видное место, бережно относитесь и постоянно подпитывайте монетками. Периодически прикасайтесь просто к этим символам. Каждый раз прикасаясь, вы своим вниманием настраиваетесь на эти мысли. Психологи уверяют, это работает. Прежде всего потому, что вы ставите перед собой цель и идете к ней.